Фестиваль ГТО открыли вручением знаков отличия участникам реалити-шоу, которое в прошлом году проходило в эфире нашего канала. 10 смельчаков команды «Юрган» и Академического театра драмы имени Виктора Савина доказали, что ГТО под силу всем абсолютно. Участники фестиваля тоже значкисты, но большинство среди них – обладатели высших результатов, ведь это лучшие представители в своих городах и районах. 13 команд, по 4 парня и 4 девушки. В летнем фестивале проходят все те же дисциплины, которые пройдут во Всероссийском фестивале ГТО. Это будут и зальные виды, отжимания, пресс, наклон вперед, также плавание, стрельба из пневматического оружия, бег на длинные и короткие дистанции и метание мяча. Все будет оцениваться по 100-бальной системе. Андрей Гришин спортом занимается с детства, а когда вновь ввели выполнение норм, влился в движение и уже заработал золотой значок. В фестивале прошлого года взял 5-е место. Нынче готовился упорнее под руководством отца-спортсмена. Вообще я в лыжах больше, занимаюсь лыжами, то есть это уже зимний вид. Ну вот к летнему фестивалю сейчас готовился, так как я в лыжах-то силен, а вот пришлось подтягивать все остальные виды. Тренировался упорно, старался, технику изучал, технику бега, метания, ну и все остальные виды тоже, чтобы все свои ошибки исправить. Сборная команда сильнейших выступит в сентябре на всероссийском этапе летнего фестиваля ГТО. Значкисты со всей страны поборются за призовые места на южном берегу Черного моря, в Крыму, в детском центре «Артек». Константин Куратов, Олег Жуковский, телеканал «Юрган», Сыктывкар.